Друзья, всем привет! На переднем плане мы видим 3 баночки с жидкостью. Как вы думаете, что это такое? Многие, я так думаю, уже догадались. Все верно, это чистейший самогон собственного производства. Я так думаю, где-то градусов, наверное, 50. Вот. Так. 48 градусов. Ну, с одной емкости, естественно, тут все то же самое. 48 оборотов. И здесь то же самое. Вот. Чистейший самогон. И что мы с ними будем делать? Все правильно. Делать настоечку. Вот, мне на дегустацию отправили 3 пакетика с настойками. Это клюква, груша копченая и черноплодная рябина. И сейчас мы будем настаивать наш чистейший самогон. Ну и через недельки 3 мы вместе с вами сделаем дегустацию. Так, давайте коротко ознакомлю, как делается настойка. Набор для настаивания. Способ приготовления. Засыпать содержимое пакета в 3 литра самогона двойной перегонки 40-45 градусов. У нас 48, ничего страшного. Или водки. И перемешать. Настаивать 10-15 дней в темном месте. Профильтровать. Разлить по бутылкам и можно употреблять. Но лучше выдержать не менее месяца. При наличии аллергических реакций необходимо внимательно изучить состав на наличие аллергена. Так, условия хранения, все такое. Изготовитель Россия, Рязанская область, село Половское. Так что будем поддерживать отечественного производителя. Импортные напитки нам больше не нужны. Я так думаю, наши производители делают их не хуже. По крайней мере, за качество самогона я могу ответить на 100%. А на то, что как получится настоечка, мы это скоро увидим. Естественно, в описании к ролику я оставлю ссылочку, где можно их приобрести. Что меня особенно поразило, данные наборы обычно стоят очень дорого. Меня подкупила стоимость настойки. Это, можно сказать, в наше дорогое время это относительно низкая цена. 150 рублей за такой пакетик. 150 рублей. Тут зашел вот группа ВКонтакте, на которую я дам ссылочку. Получается, так и называется. Алковар. Настойки с характером. И вот здесь всякие разные настойки. Кальвадос, рябина на фруктовой щепе, коньяк Хеннесси, клубничная, черноплодка, барбарис, корень колгана, клюковка, фруктовый микс. Ну, в общем, заходите сами, и вы все сами увидите. Виски, барбарис на коньяке, груша копченая, дубовые сегменты, коньяк белый аист, вишня на фруктовой бренди, клюква, коньяк 5 звезд, бренди, в общем, много-много всяких вот настоечек, всяких разных. Заходите, и кому что понравится. Почему я согласился провести дегустацию? Потому что многие спрашивают у меня ВКонтакте, в сообщениях личных, на чем лучше настаивать. Вот буквально сегодня еще мы утром обсуждали эту тему. Но я обычно настаиваю на сухой черемухе, также на кедровых орешках. Кстати, здесь я смотрю, в составе почти везде есть скорлупа кедровых орехов. Вон, состав, допустим, груша копченая, кедровая скорлупа, цедра апельсина и лимона, клюква, опять же, вон, фруктовая щепа, кедровая скорлупа, корица. Состав: черноплодная рябина, кедровая скорлупа, цедра лимона, апельсина. То есть везде присутствует кедровая скорлупа.
как бы я тоже на ней настаивал. Потом я советую всем сухую черемуху. И если есть плодоножки, морожки, тоже получается отличный напиток. Так, ну что, давайте с вами сделаем настоечку. Сегодня на календаре у нас 4 апреля, вторник. Ну, дегустацию проведем, я так думаю, не раньше, не 2 недели, а недельки через 3. Это будет, я думаю, правильнее. Напиток получится насыщеннее, цвет. Потому что если я делаю настойки, как минимум употребляю их после месячной настойки. Как месяц состоится, так и употребляем. Чем дальше, тем больше. Так, ну что, приступаем. Груша копченая. Запускаем в баночку. Потом это, естественно, все профильтруем. Это скотчем прямо наклею на баночку, чтобы не путалось. И в прохладное, теплое, в темное место поставим настаиваться. Клюква. Можно также настаивать на сухой вяленой вишне, тоже есть в продаже. Вот сегодня мы обсуждали эту тему, вот с утра звонили. Так, и черноплодная рябина. Ну, здесь получается настойки не просто с одним с чем-то, а подобран рецепт определенный. Вот тут вот видим действительно черноплодную рябину, кедровую скорлупу, цедру лимона. В общем, получается набор. Все. Дело сделано. Теперь мы это дело все закрываем. Наклеиваем этикетки, чтобы не перепутать. И встречаемся с вами через 3 недели, как минимум. Может быть, даже будет больше. Это как раз на первомайские праздники настоечки наши будут готовы. Так что до скорых встреч на канале Коми Рыбак, когда наши настоечки будут готовы. И мы отпразднуем Первомай с настоечками с характером. Это будет скоро. 3 недели пролетит. Для вас это вообще пролетит в одно мгновение. Вот так вот. И будет 1 мая скоро. Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Для вас прошла это 1 секунда, ну максимум 2. А на самом деле прошло 3 недели. Сегодня 26 апреля. Вчера закрыли рыболовный сезон. И уже сегодня выезжаю на охоту. Так что до выезда на охоту, до выезда на весновку, мы все это дело, которое затеяли 3 недели назад, сейчас попробуем, продегустируем. В общем, дадим честную оценку этим настоечкам. Это уже не просто напиток, это теперь настоечка. Так, ну что, по порядку. Груша копченая. Открываем грушу копченую. Я заранее уже стопочки налил, чтобы сейчас не разливаться. Грушей пахнет немножко. Ну, такой приятный запах. Самогоном вообще не пахнет. Кстати, нотки груши, нотки копчености тоже есть. Здесь непонятно что. Но приятно. Такой ягодный микс. Что у нас тут? Клюква. Ну да, похоже на клюквенный морс. Кстати,
не здесь. Черноплодная рябина. Не знаю, я черноплодную рябину не пробовал, зато сейчас попробуем настоечку. Запаха самогона, в принципе, в чистых напитках и так не было. Никакого запаха сивухи, ни ацетона, как некоторые пишут. Сейчас попробуем на вкус. Так, с чего начнем? Давайте начнем слева направо. Для вас это будет наоборот. С черноплодной рябины. Первомайских праздников мы немножко не дождались. Я так думаю, что первомайские праздники мы отметим в лесу. Естественно, эти все настоечки разолью в бутылочки и прямо на весновке после вечерней утренней зорьки перед сном мы это с Володей будем дегустировать. Володя — это мой товарищ по охоте, и мы вместе будем оценивать. Также вы это в дальнейшем увидите в наших роликах. Поехали! Черноплодная рябина. С наступающим 1 мая, друзья! Вкусна, но немножко, мне кажется, надо делать чуть-чуть послабже по крепости, потому что 48 оборотов, это, мне кажется, чуть-чуть крепче. Если делать напитки помягче, я не знаю, сделал бы, наверное, 42, хотя бы 40, надо попробовать сделать. И чуть-чуть, буквально пару столовых ложек на 3-литровую банку добавить сахара. Так, сейчас мы это дело закусим огурчиком. И будем пробовать. Ну, давайте по порядку уже. Вон. Сейчас сделаю, чтобы видно было, какого насыщенного цвета. Вот эти два напитка, кстати, похожи даже по цвету. Вот. А черноплодка, он намного темнее получается. А эти практически одинаковые. Что клюква, что груша копченая. Но клюква чуть-чуть темнее может быть. Но напиток это отстоялось 3 недели. Я так думаю, если еще пару недель остается, цвет еще будет насыщеннее и аромат, естественно, тоже. Так что я возьму буквально по бутылочке, остальное дадим настояться до лучших времен. Так, клюквенная. Ну что, друзья, за 1 мая мы выпили. Теперь с наступающим праздником нашей великой победы. С Днем Победы, с наступающим. Возможно, и на 9 мая я буду в лесу. Так что мы, естественно, этот праздник отметим по традиции. Где-нибудь возле костра, в избушечке. Все будет, все впереди вся весна, впереди вся весновка. Все будет как надо. С победой! Клюковка. Тоже ничего, но если сравнивать из этих двух, черноплодка вроде бы немножко получше, хотя клюковка пошла мягче. Ну, не знаю. Я сейчас не могу ничего сказать, потому что хорошо оба напитка. Сейчас мы попробуем третий напиток. Мне уже хорошо. Угу. Так, ну что? Груша копченая. За что мы будем пить третий напиток? Какие у нас праздники впереди? В мае праздников много. День пионерии. Что там еще?
Дни рождения, может. Давай выпьем с днем рождения. У всех наших зрителей канала, да и у меня в том числе, есть день рождения. У меня в июле, допустим, у кого-то в июне, ну, в мае, я считаю, тоже немало зрителей, у которых в мае день рождения. Давайте выпьем за всех зрителей, но особенно за тех зрителей, у кого день рождения именно в мае. В мае день рождения у моей сестры Людмилы. С днем рождения, Людмила. Ну а также всех майских, июньских, июльских, в общем, всех с днем рождения. Поехали. Груша копченая. Будьте здоровы. Ну это на любителя. Копченостью пахнет. Кстати, знаете что? Очень напоминает компот из сухофруктов. Вот, ну просто вот, если бы напиток был чуть послабже, то чисто компот из сухофруктов получается. Кстати, тоже приятный такой напиток. Насыщенный вкус. Я вам скажу, друзья, 150 рублей, чтобы получить баночку такого напитка. Я так думаю, свой напиток приготовить несложно. Ну а кому лень заморачиваться, просто купите хорошую водку. Хотя где она сейчас хорошая, кто его знает. Но на 3 литра надо будет постараться. Это сколько же бутылок надо купить. Вот. И на 3-литровую баночку спиртного 150 рублей добавить. Я так думаю, это пыль. Зато получается уже приятный напиток. На вкус, на цвет. И, ну, в принципе, вот эти 3 напитка, которые я продегустировал сейчас, хороши все. Первое, второе, третье, это так. Приблизительно равные, но я бы сказал, вот, что мне больше понравилось: груша, черноплодка и клюковка. Я бы так распределил, хотя, говорю, этот вопрос спорный, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Кто-то любит одно, кто-то любит другое. Лично я вот поставил места вот так. Ссылочку, естественно, на эти наборы я оставлю в описании. Заходите, узнавайте, заказывайте. Мне понравилось. Я думаю, понравится и вам. Но прямо сегодня, после коротких сборов, мы уже поедем. Роман меня отвезет на Весновочку. И где-то, ну, я так думаю, минимум недельку мы будем жить там, наедине с природой. Так что до скорых встреч на канале Коми Рыбак. Весновка началась, и это здорово. Всем пока.